Уважаемые коллеги, те, в принципе, связанные между собой вопросы, которые я хотел сегодня перед вами осветить, это заработная плата, которая, наверное, интересует очень, потому что это целая группа нашего населения, и обеспечение республики электроэнергией. Ситуация такая. Для того, чтобы выплатить заработную плату, нам надо чуть больше 2 миллиардов рублей. Для того, чтобы обеспечить энергией республику, нам надо за этот период, я имею в виду до Нового года, каждые сутки 15 миллионов рублей. Это получается где-то на уровне 400-500 миллионов рублей. Мы оплачиваем его по цене 1 киловатт 4 рубля. Что мы в первую очередь сделали? Сразу после того, как я начал работать, встретился и с Джансухом, курирующим энергетику, с Делба, министром финансов. После этого мы собирались у исполняющего обязанности президента. Решения такие, что мы практически приостанавливаем все платежи другие, имеется в виду хозрасходы и так далее, какие-то программы целевые, хотя понятно, что они тоже нужны для того, чтобы обеспечить два главных вопроса. Это переток и заработную плату. Кроме того, конечно, у бюджета есть и другие, к сожалению, долги. Это по УКСу 1,050 миллионов, по Минздраву, что самое, к сожалению, нехорошее, это 55 миллионов только по медикаментам и 22 миллиона по больницам Российской Федерации, куда мы посылаем своих людей. Но это тоже, конечно, очень нехорошая цифра, потому что, к сожалению, люди болеют. И медикаменты нужны, и нужны ездить тоже, кого-то надо посылать на лечение. И вся задача наша сейчас, принять эти все меры для того, чтобы мы могли выйти на тот уровень, чтобы могли обеспечить энергией нашу республику и могли выплатить заработную плату. По бюджету, при уже исполнении бюджета составляет, короткую справку Минфин подготовил, 10 миллиардов рублей – это наше выполнение бюджета. Из них практически большая часть – это наш бюджет, это почти 9 миллиардов рублей, и 3,5 миллиарда рублей – это финансовая помощь Российской Федерации. В настоящее время недополучено почти 2 миллиарда рублей финансовой помощи Российской Федерации. Это по разным направлениям. Из них заработная плата составляет почти, 2495 рублей. То, что они не додаривают за эти месяцы заработную плату нашим бюджетникам. Эти все цифры нам надо как-то перекрывать. Честно говоря, конечно, это очень сложный вопрос. 2 с лишним миллиарда рублей за один месяц доходов. Есть задолженности, мы подняли, естественно, все долги, которые имеют перед государством различные организации. Есть задолженность по налоговой около 500 миллионов рублей. Понятно, что мы не первый год работаем, что все эти 500 миллионов рублей как-то получить в бюджет, это нереально. Есть задолженности перед Черноморэнерго у многих организаций. К сожалению, если по оплате за энергию за все эти дни, Черноморэнерго там 10 миллионов всего он оплатил за счет своих доходов, несмотря на такие повышения цен в энергетике. Помощь оказала Сухумский район, помощь оказал Гагарский район в оплате за переток. Буквально вчера мы перечислили 80 миллионов рублей. Это обеспечит нам, если не упадет наша выработка, переток не усилится, это обеспечит нам до четверга. За этот период будем думать, где еще изыскать деньги, чтобы оплатить переток, но в то же время не забывать, что нашим людям надо платить зарплату. В последние дни немножко уровень воды поднялся, приток 68 кубометров, это самое большое было 24 числа. То есть немножко наша выработка увеличилась, но, к сожалению, последние дни резкое похолодание, на 1 миллион у нас выросло потребление электроэнергии. На 1 миллион. 24-го было 7,301, сейчас у нас 8,400. На 1 100 000 000 выросло у нас потребление практически за одни сутки. И, к сожалению, выработка тоже у нас упала вчера по сравнению с позавчера на 1 миллион киловатт упала выработка. Это означает, что у нас
больше перетока стало, и понятно, хотим, не хотим, больше. Принимается все меры, я еще раз говорю, мы и здесь собирались, и в адрес Зурабовича собирались, обсуждали, что делать. По максимуму останавливаем все финансирование, хотя понимаем, что это тоже нельзя делать. Мы будем стараться выплатить все, но это очень сложно, очень сложно. Вот я вам говорю, 802 миллиона рублей. Все эти месяцы бюджет выполнял свои обязательства, хотя не дополучал российские средства. 802 миллиона рублей, конечно, поднять, это очень сложно. Я боюсь, что у нас будет стоять вопрос выбора. Энергетика, зарплата. Конечно, мы в любом случае будем выбирать зарплату. Вот когда мы об этом говорим, знаете, вот о энергетике, мы так потребительски к этому относимся, я удивляюсь. Вот мне как-то приходится сейчас ездить только в темное время суток, не считая территории, где отключения плановые, горит все. Красиво. Красиво, действительно красиво, когда все горит и переливается. Хотите реклама, хотите это. А думать мы не можем, что это хотя бы 1 киловатт, хотя бы 10 киловатт где-то сохранить. Организация уже не работает, остав какие-то дежурные огни. Наверное, не дошло до нас еще, что надо, если хотим иметь свет, надо его экономить. То, что мы могли бы пустить в развитие нашей республики, мы сейчас просто оплачиваем. И, к сожалению, мы оплачиваем сейчас, как бы нарушая закон о бюджете, потому что ничего не заложили мы в бюджет. Переток, хотя это не сегодня только переток начался, и раньше был, мы раньше оплачивали иногда за счет финансирования Российской Федерации, но потом это оплачивал наш бюджет, поэтому, конечно, нам надо обязательно предусматривать уже какие-то деньги в бюджете для оплаты перетока. То есть информация о том, что могут ввести 12-часовой режим отключения? Пока вообще об этом разговора нет. Мы пока тянем то, что есть. Мы будем стараться тянуть то, что есть сегодня, но опять же зависит от того, что решит российская сторона по выплате заработной платы. Если те деньги, которые они нам должны были, вот я называл сумму только на зарплату 800 миллионов, если они поступят, конечно, нам гораздо легче будет держать переток на том же уровне и не увеличивать отключения. Одним из обязательств Республики Абхазия, статья 2.3, является обеспечение реализации программы гармонизации. Пунктом 5.1 статьи 3 вышеуказанного соглашения предусмотрено, что российская сторона вправе частично или полностью приостановить перечисление средств финансовой помощи при невыполнении обязательств, в том числе по реализации программы гармонизации. А что делается Честно, с блокировки и финансирования со стороны Российской Федерации? Я просто хотел бы сказать, что вот так называемый план гармонизации, он не закон, не принимался как закон ни в Российской Федерации, естественно, в Абхазии. Он не является межгосударственным соглашением. Это план, дорожная карта, как хотите назовите, это возможность как бы обеспечить правовое, сблизить правовые документы, чтобы могли структуры государственной власти России и Абхазии сотрудничать между собой. Много вопросов по таможне и так далее. То есть он должен носить такой характер, чтобы сблизить возможность работы структур. Но таких обязательств никогда не было. Мы тоже составляли планы гармонизации, были там много вопросов и законодательного характера, и такие, чтобы невыполнение его, как бы, потом шли какие-то штрафные санкции, так сказать, никогда не было. Я просто не участвовал в этих переговорах, я не знаю, о чем там говорилось. И еще раз говорю, не разговаривал с председателем, поэтому мне тяжело судить, почему этот пункт появился. Во вторник я не попал на празднование, так сказать, Дня Конституции в парламенте, потому что в тот же момент я встречался с Мибони. Речь шла и о работе Инкургес, в работе участвовали и НАНБА, и руководитель Черноморэнерго. В то же время наша просьба была посмотреть, потому что переток с российской стороны тоже в цифровых, в размерах тоже, к сожалению, не резиновый. Там тоже есть свои трудности, они не могут, если у нас так пойдет, резко возрастет потребление, полностью обеспечить. И речь шла о том, что если где-нибудь возможность на рынке купить электроэнергию, чтобы можно было поставлять через Ингургес. Он проверил все практически, турецкая, азербайджанская, армянская, созвонился, там все цены, конечно, выше.
до 7, да, выше, чем российские цены, до 7 миллионов рублей. Но с учетом того, что сейчас доллар вырос, значит, до 7 рублей доллар вырос, наверное, цена тоже там чуть-чуть поднимется. То есть это немножко, конечно, сложно. Если российская сторона не обеспечит весь объем производства, мы не сможем нигде достать. На 28-й самый свежий, вот мы получаем с Российской Федерации гечкрипш, там 220 и 110, поэтому как бы два пункта, где мы принимаем электроэнергию с российской стороны. 89 мегаватт это ПСОЛ и гечкрипш 72 мегаватта. 90 и 71 это 161. 160, ну практически получается чуть меньше половины. Получаем мы с российской стороны. Но это, еще раз вам говорю, вот выработка 28-го уменьшилась практически на 1 миллион. С 4300 дошло до 3700. То есть выработка уменьшается, когда поток воды. Вот сейчас стало ясно, дождей нет, естественно, там морозы будут. К сожалению, вода не увеличится, а наоборот будет уменьшаться, поэтому выработка будет падать, к сожалению, Ингургеса. Практически сейчас на какое-то собственное потребление Ингургес что-то берет, небольшое количество, остальное все идет только в Абхазию. Самое сложное сейчас, мы пока говорим с вами до конца года, но учитывая именно заработную плату. Но Ингургес у нас начнет работать в полном объеме только в апреле. То есть у нас еще 3 месяца Нового года, мы пока не знаем, будет социальный переток с российской стороны, как он раньше был, не будет социального перетока, поэтому я пока могу говорить только вот о том, что сегодня есть, не переговорив с Новаком, мне тяжело будет сказать, будет социальный переток, не будет социального перетока. Если не будет социального перетока, это, считайте, мы должны будем оплачивать за электроэнергию в таких же суммах, ну, еще январь, февраль, март. Я в понедельник буду с ним созваниваться. От того, что мы переговорим, надо будет ехать или можем по телефону решать, или это не решается, я буду знать в понедельник. Да, конечно, я в эти дни пытался с ним созвониться, но они находились в Казахстане в командировке, поэтому я не мог на него выйти.